В обновленном здании «Вальс Сайдашева» этого дня ждали 2 года, столько шла реконструкция. Потратили 500 миллиона рублей. На первом этаже библиотека, кафе, концертный зал на 500 мест. Президент Рустам Минниханов уверяет, дальше больше. У нас Гербышки, Юдина, Чулпан, Аллахузовский театр. Вся эта программа, она идет в рамках столетия республики. Мы хотели, чтобы на самом деле столетие не просто вот праздник, они собрались там, а оставить какой-то след, культурный след. На втором этаже проверяют акустику камерного зала. Уже в сентябре здесь зазвучат оперные арии. Заработает школа Альбины Шагимуратовой. Могут поступать уже певцы, закончившие высшее учебное заведение или находящиеся на 4-м или на 5-м курсе. Сейчас здесь работают 40 кружков, танцуют, поют, осваивают новое арт-пространство и дети, и пожилые. Необычные музыкальные инструменты зазвучали и в руках Рустама Минниханова. Не только в Казани обновлений ждут культурные центры по всему Татарстану. Идет долгожданная реконструкция, строительство нового здания для Набережно-Челнинского драмтеатра. 27 декабря мы откроем стены Нижнекамского драмтеатра. В культурном центре «Сайдаш» большое внимание уделили и истории. К примеру, этот витраж – работа народного художника ТССР Виктора Федорова. Если раньше этот витраж можно было увидеть только снаружи, теперь и изнутри. Обновили не только краску, укрепили его и свинцом. Отдельный зал занимает арт-галерея. Экспозиция работы мастеров Татарстана. Менять ее будут каждый месяц. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.